Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня очередная наша встреча. Как обычно, сначала несколько цифр. По подтвержденным лабораторно случаям заболевания новой коронавирусной инфекцией у нас сегодня 793 случая. Ну вот, как я и говорил, мы вышли снова в горизонт плюс 11 случаев. Это такая наш ежедневный прирост. И я думаю, что если так все пойдет, то уже через какое-то время нам бы нужно уже и снижаться. Под медицинским наблюдением всего находится 2491 человек. И у нас нарастает количество выздоравливающих, это очень хорошо. Сегодня у нас выздоровело 194 человека, и мы приросли по выздоравливающим 50 человек. Сегодня я провел большое совещание. Надо сказать сразу, что это совещание с руководителями муниципальных образований республики. Я буду такие сейчас проводить совещания еженедельно. На каждом совещании мы заслушиваем по 5 глав муниципальных образований. И это очень важно, ну, во-первых, потому что какие-то решения принимаются сразу на этом совещании, потому что оно рабочее, оно не помпезное, и там сидят все члены правительства, министры, и вопросы, которые могут быть решены сразу, или, по крайней мере, даны ответы, которые помогут главам муниципальных образований принимать соответствующие решения и доводить информацию до вас, уважаемые жители, это делается. Итак, все-таки основные вопросы, которые мы обсудили сегодня и будем дальше обсуждать примерно в таком формате. Самое главное, это, конечно, вопросы занятости, то есть сегодня занятости и вопросы безработности, и вопросы, которые возникнут завтра. Дальше, это переселение людей из аварийного жилого фонда, ремонт дорог, благоустройство территорий и формирование комфортной среды для проживания. Ну и вот и сегодня я уже дал поручения конкретные руководителям городов и районов для того, чтобы те вопросы, которые требуют решения и могут быть решены в ближайшее время, такое решение получили. Конечно, у нас завтра великий день. У нас у всех, у всей страны День Победы. И завтра это особый день, день 75-летия нашей Великой Победы. И он проходит, конечно, в необычных условиях. В условиях пандемии, когда мы не можем лично встретиться, обнять ветеранов, поздравить их, пройтись вместе с ними и с нами акции «Бессмертный полк». Но, тем не менее, я считаю, что мы все равно завтра будем вместе душой и сердцем. И, конечно, те семьи, кому посчастливилось и у кого в семье есть ветеран Великой Отечественной войны, я сегодня, к слову, поздравлял по телефону, это, конечно, удивительные, замечательные люди. Вы знаете, самому молодому ветерану, которого я сегодня поздравлял, 93 года, а самой взрослой ветеранше 99. Но я знаю точно, мне коллеги подсказывают, что это не предел, есть у нас и столетний, и перевалившие столетний юбилей. Поэтому, конечно, я хочу пожелать вот тем счастливчикам, тем семьям, у кого ветераны, с ними сегодня, конечно, просто искупать их в волне любви, теплоты и передать нашу частичку любви и теплоты. Потому что многие не дождались своих сыновей, своих отцов, своих дедов. Я тоже не дождался, у меня тоже погибли 2 деда, и по маминой, и по папиной линии. Оба сражались под Ленинградом, погибли там. Но, тем не менее, радость победы, радость того, что сегодня мы все вместе, она, конечно, не омрачает, а только подчеркивает то, что цена этой победы очень велика. Но она была нужна, потому что без нее, без этой цены, конечно, этой победы было бы не достичь. Завтра будет все, как я сказал, в режиме такого телевизионного вещания, онлайн по-современному. Вот. Но тем не менее, и даже салют мы будем смотреть завтра, он будет в Москве, но он будет тоже в записи,
потому что ну, нельзя еще, к сожалению, пока нам выходить на площади, нельзя нам общаться, потому что это снова вызовет всплеск заболевания. Тем не менее, еще раз говорю, что завтра будут такие общие моменты единения. Ну, во-первых, это 7 часов вечера завтра, минута молчания. После этого будет просто нужно и важно выставить в окне портрет своих ветеранов и сделать такой бессмертный полк, который будет просто во всех городах вот, символизировать наше единение. На сегодня, я думаю, все новости у нас. Я, несмотря на такое праздничное настроение, и завтра великий праздник, все-таки хочу снова напомнить, что мы должны дожать эту болезнь, дожать эту пандемию и дожать ее дисциплиной и самоизоляцией. Просто дожать. Потому что, вы знаете, вот как в той песне, еще немного, еще чуть-чуть. С наступающим праздником вас. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы.